пчелам! Здравствуйте, дорогие друзья! И у нас сегодня суббота, а значит урок коми-языка. Суббота, суббота. А давайте тема нашего урока дни недели, раз сегодня суббота. Итак, неделя. Вежон по коми. Вежон. День. Лун. Вежон. Лун. Как ни странно, у коми тоже 7 дней в неделю. И они тоже как-то называются. Сегодня мы будем с вами их изучать. И начнем, конечно, с любимого нашего понедельника. А по коми он вылон. Вылон. Переводится новый день. Но все-таки смысловое значение понедельник. Вылон. Вторник у нас не особо отличается от русского. Но мы говорим, что ударение падает на первый слог и добавляется еще одна буква. И получается воторник. Воторник. Не вторник, а воторник. Следующий день шерлон. Шерлон или среда. Шерлон. Средний день переводится, если дословно, так, среда. Шерлон. Следующее звучит и пишется совсем как русский. Четверг. Дальше. Любимый день недели – это пекнича. Пекнича. Суббота. Суббота. Мы тоже его очень любим, так как у нас в это время уроки коми-языка. Суббота. И последний день недели, воскресенье, когда мы отдыхаем, это вежалон. Вежалон. Переводится дословно как святой день. Но смысловое значение все-таки воскресенье. Вежалон. Повторяем. Вылон, воторник, шерлон, четверг, пекнича, суббота, вежалон. Есть такая загадка. Как назвать 5 дней недели, не называя чисел и не называя названий недели? Конечно же, позавчера, вчера, сегодня, завтра и послезавтра. Для этих значений у нас в коми-языке тоже есть свои значения. Итак, позавчера войдерлон. Войдерлон. Вчера тырыт. Тырыт. Сегодня талон. Талон. Завтра аски. Аски. Послезавтра аскомыш. Аскомыш. Войдерлон. Тырыт. Талон. Аски. Аскомыш. А мы с вами талон. Прощаемся. Адишлитеч. Став бурса.